Живописные места, природные богатства. Километры дорог, сложные маршруты и самое увлекательное путешествие этого года. Оно начинается прямо сейчас. Мы посетим удивительные места, которые не оставил равнодушным даже самого искушенного туриста. Путешествуйте через всю казахстанскую землю вместе с нами. Наши ведущие уже наметили свой первый маршрут и решили начать с Алматинской области. Здесь уникальные природные ландшафты и множество исторических и культурных достопримечательностей. Чтобы увидеть как можно больше интересных мест, Жулдыс и Антон решили разделиться на две команды. Ну что же, пожелаем им удачи и вместе с ними отправимся в путь. Алматы, ущелье Баянкол. Это первый маршрут, который предстоит преодолеть первой съемочной группе. Расстояние от города Алматы 350 километров. Время в пути около 7 часов. Совсем скоро жемчужины Тяньшаня во всей красе откроются нашему взору. Вот уже преодолели 250 километров. Находимся недалеко от долины реки Кигень. Уникальное место, разделяющее, по сути, северный и центральный Тяньшань. Ущелье Баянкол располагается на северном макросклоне центрального Тяньшаня. Его протяженность от истока до выхода в Текесскую долину составляет 70 километров. В дороге взору постоянно открываются невероятно живописные природные места, которые нашей телевизионной экспедиции было сложно оставить без внимания, ну и без яркого фотоснимка тоже. Ты скользишь по этим горам, потом преодолеваешь их, попадаешь сразу в каньон. Песок. Преодолеваешь каньон, попадаешь сразу вот сюда. Простор, степь, лошади. Удивительно. Свобода. Где еще такое можно найти? Естественно, неотъемлемая часть подобных передвижений — это крутые подъемы, извилистые склоны и территория бездорожья. Поэтому на обычном легковом авто покорять этот маршрут не рекомендуется, а вот на подготовленном внедорожнике путь не доставит очевидных неудобств. Ниже Капшигайского водохранилища русло реки проходит по скалистому каньону, порой достигающему глубины 300 метров. По левому берегу Или простирается живописная степь, переходящая в пустыню Маинкум, а по правому тянется самый западный отрог Джунгарского Алатау — хребет Малай-Сары. Это живописное место с огромными булыжниками и скользкими камнями называется Тамгалы-Тас, что в переводе с казахского языка обозначает «камни со знаками». Наиболее благоприятное время посещения Тамгалы-Тас — весна и осень, а время в пути займет всего 2 часа от города Алматы. Согласно легенде, на берегу реки Или стоял караван, который не мог переплыть в другую сторону. И в этот момент началось землетрясение, и прямо с гор начали падать огромные булыжники, которые достигали до 60 метров, а которые образовали природный такой переход. Пилигримы, которые находились там, подумали, что это благословение богов. Исследования камней в Тамгалы-Тас начались в конце 19 века. В 1875 году Чокан Валиханов сделал зарисовки местности. Затем монголовед Алексей Позднеев в «Известиях Русского географического общества» дал подробное описание надписей и рисунков. Так, среди тысячи петроглифов есть древнетюркские рунические письмена 8-9 века нашей эры. Это настоящая древняя художественная галерея. Неведомые художники нескольких исторических эпох оставили здесь свои творения.
А в это время наш второй ведущий Антон находится уже в нескольких километрах от великолепных пейзажей ущелья Баянкол. Ну вот мы уже почти что в шаге от того чудесного места, о котором нам так много рассказывали, ущелье Баянкол. Кстати, вам необходимо оформить пропуск в пограничную зону, потому что совсем недалеко от ущелья Баянкол проходит государственная граница с Китаем. Говорят, буквально за этими горами уже Китай. Красота. О разрешительных документах желательно позаботиться не менее чем за месяц до предполагаемой даты заезда. Ну а теперь самое время узнать подробнее, чем же на самом деле так привлекательно это место. Ущелье Баянкол не нуждается в дополнительной раскрутке, потому что эта тропа основная и единственная на пик Хантенгри. Пик Хантенгри – это уже достаточно раскрученный, всемирно известный бренд, но он известен только в определенной группе туристов, альпинистов и горных туристов. Ущелье Баянкол – это широкие зеленые долины, величественные еловые леса, которые окружают пространство со всех сторон. Здесь же расположены горные озера и реки. Интересно, что именно отсюда можно воочию увидеть самый высокий пик в Казахстане – пик Хантенгри. Его высота 7010 метров над уровнем моря. Кроме этого, здесь прекрасно просматриваются и другие известные вершины нашей страны. Например, Мраморная стена, пик Семенова, пик 11 и многие другие. В то время как Антон исследует каждый уголок живописного ущелья Баянкол, Жулдыз пытается понять, почему ученые до сих пор не могут установить достоверное происхождение петроглифов. Оказывается, все не так просто. На центральной скале Тамгалы-Тас изображен рисунок Будды, который датируется XIV-XVI веком. Рисунки на этих скалах выполнены в технике резьбы. А еще это место считается буддийским храмом под открытым небом. В данный момент существует несколько гипотез их появления. По одной из них уже упоминавшийся караван пилигримов был буддийской миссией, и после землетрясения паломники на том самом отколовшемся куске скалы оставили изображения Будды и Бодхисаттвы. Вторая гипотеза приписывает авторство калмыкам, ведь многие надписи сделаны на ясном письме или тодо-бичик, языке, созданном в 17 веке буддийским монахом Зая Пандитой. Именно этот вид письменности был широко распространен среди ойрат-монголов и калмыцких племен. Мы находимся в самом сердце ущелья Баянкол. Ну, уникальное место, потому что вон там у нас солнце, вот здесь у нас уже дождь. Я вот в резиновых сапогах, все почти промок. Ну, здесь нужно быть готовым ко всему. Потому что град, дождь, ливень, снег, все возможно даже в летний период. Если вы соберетесь в Баянкол, обязательно позаботьтесь о своей экипировке. Ну, конечно, дождевые и теплые вещи. Я вам очень рекомендую. Я позаботился. Ущелье Баянкол располагается на высоте более 2000 метров над уровнем моря, поэтому дышать здесь действительно хочется полной грудью, ведь в чистом свежем горном воздухе нет и намека на выхлопные газы или пыль, и это первое, что любой городской житель оценит по достоинству. А вот к чему сложно привыкнуть сразу, так это к особенному горному климату. Я бы назвала это место не там горами или что-то еще скалами, а камнями-великанами, потому что они действительно огромные, и с камня на камень перебираться не так-то легко.
но тут очень спокойно и чувствуешь себя в гармонии с природой среди этих величественных камней. И вправду, издревле изображения буддийских божеств оставляли в тех местах, где аккумулировалась особая энергетика, так называемые места силы. Ведь люди всегда чувствуют какой-то необыкновенный подъем энергии и жизненных сил в определенных точках Земли. Так было и здесь, в урочище Тамгалы-Тас, и наши предки приходили сюда, чтобы получить заряд бодрости и здоровья. Да и сейчас местные жители верят, что стоит лишь прислониться к высеченному Будде, и болезнь отступит. Так ли это? Вы можете проверить сами, посетив этот уникальный исторический и природный объект на берегу величественной реки Или. Тамгалы-Тас – это, пожалуй, самое известное место с наскальными рисунками, с петроглифами. И окутанное до сих пор не утихают споры. И даже наш великий поэт Алжас Сулейменов в своей книге «Глиняная книга» привел такой анекдотичный случай, что 30 лет назад один историк выбил на скалах какие-то древние письмена, а потом сам их открыл. Но на самом деле сейчас произведены уже тщательный анализ этих петроглифов. Вот эти изображения Будд, они на самом деле были выбиты в 18 веке, по-видимому, джунгарскими священниками, которые были буддисты. Наше путешествие продолжается. Эстафету снова принимает Антон и первая съемочная команда. Оставайтесь с нами. Здесь протекает одноименная река Баянкол, которая берет свое начало с самого знаменитого пика Хантенгри. Ну, в нее, конечно, впадают другие потом водные источники. Здесь очень скользко вокруг. И все это вместе потом образует очень значимый приток реки Тикес. Наша съемочная команда, разбив такой основательный палаточный лагерь, продолжает с интересом исследовать это живописное пространство. Кстати, через столетия и в потоке истории стираются и забываются многие детали, которые могли бы в полной мере раскрыть весь колорит и атмосферу этой местности, но некоторые легенды все-таки сохранились до наших дней. Старцы поговаривают, что несколько сот лет назад, неподалеку отсюда, в нынешнем селе Нарынкол, жил богатый и властный бай. Свою красавицу-дочь он мечтал выдать замуж за старого богача. Но сердце девушки принадлежало бедному джигиту. Молодые приняли решение сбежать. Войско отца быстро настигло влюбленных. И не выдержав страданий разлуки, парень превратился в скалу, а девушка в реку. С тех пор этот бурный речной поток воды символизирует горькие слезы разбитой любви. Интересно, что эта самая река Тикес течет напрямую в Китай. В Синьцзян, уйгурском автономном округе, ее называют Кунгес. Далее она делает круг и устремляется на запад, обратно в Казахстан, в виде знаменитой реки Или. Но река Баянкол у нас такая бурная, холоднючая и очень мраморного оттенка. Говорят, что вымывает огромное количество минералов. Очень полезно. Холодная, минеральная, горная. Слушайте, надо искупаться. Прямо сейчас. Да? Да, да. Река Баянкол отделяет хребет Терскей Алатау от центрального Тяньшаня. Она несколько раз меняет свое название от истока, только после слияния с рекой Ашутор называется Баянкол. Пока Антон купается в горных речках, напомним, что наша вторая съемочная группа сейчас открывает свои неизведанные уголки республики. Давайте узнаем вместе, что нового, необычного и прекрасного удалось узнать Жулдыз и где она сейчас находится. Как вы видите, вокруг кургана расположены вот такие вот камни в человеческий рост. Согласно легенде, чем величественнее и рангом выше был побежденный враг, тем выше ставились вот такие вот камни вокруг кургана. Национальный природный парк Алтын-Эмель, расположенный в долине реки Или. Он был основан 10 апреля 1996 года с целью сохранения уникального природного комплекса, археологических памятников и исчезающих видов растений и животных.
На территории парка общей площадью 520 тысяч гектаров можно встретить различные ландшафты, от горного до пустынного. Флора Алтын-Эмеля насчитывает около 2000 видов растений, среди них 21 вид занесен в Красную книгу Казахстана. Около 60 видов являются эндемиками Джунгарского Алатау и Или-Балхашского бассейна. Гордостью национального парка является многочисленная популяция куланов, джейранов и лошадей Пржевальского. Развитие туризма, в том числе охотничьего туризма, экологического туризма, создает альтернативные, более рациональные способы использования ресурсов дикой природы на пользу местным жителям. Потому что уже давно доказано во всех странах мира, что сохранить природу методами запретов практически не получается ни в одной стране. Когда интересы охраны природы, сохранения диких животных идут вместе с интересами местных жителей, тогда это получается. Съемочная группа направляется в поселок Башши. Именно там находится центральная усадьба национального парка Алтын-Эмель. Здесь нужно заплатить за въезд в парк, в зависимости от количества машин и людей. Установка палаток оплачивается отдельно. Первый и обязательный к посещению пункт – некрополь Беш-Шатыр, что между горами Чулак-Тау и Капчыгайским водохранилищем в 3 километрах от реки Или. Курганы Беш-Шатыр – это была ставка племенных вождей, саков. Здесь была столица вот этого вот могучего по тем временам государства, которое оказывало тогда влияние на политику, геополитику, военную, соотношение сил всего тогдашнего цивилизованного мира. Тогда не было еще ни Европы, ни Америки, а здесь уже была цивилизация. И это ценно, это, конечно, ценный ресурс, он впечатляет. И все иностранцы и казахстанцы, которые приезжают в Алмату, они все стараются там побывать и увидеть этот объект. Это очень ценный объект. Топоним Беш-Шатыр переводится как «5 шатров». Курганы были исследованы в середине прошлого века Семиреченской археологической экспедицией под руководством Кемаля Акишева. Некрополь Беш-Шатыр считают святыней древних саков, живших в первом тысячелетии до нашей эры на территории Казахстана. Здесь на площади в 2 квадратных километра сосредоточено 18 царских курганов диаметром до 70 метров и высотой до 20 метров. Погребальный дом имел входной коридор длиной 5 метров и дверной проем, через который заносили умершего. Загадочной деталью архитектуры Беш-Шатыра остаются подземные ходы, вырытые глубоко в коренных породах. И эта деталь сближает конструкцию сакских гробниц с египетскими пирамидами. Курганы были разграблены еще в древности, однако в одном из малых захоронений ученые обнаружили традиционные акинаки, кинжалы, сбрую, золотые и агатовые украшения. Поднимаясь вверх по ущелью Баянкол в сторону одноименного озера, мы натолкнулись на охотничье угодье Шиндалсан Баянкол. Мы, естественно, попросили местных жителей рассказать нам о том, чем конкретно они промышляют. Это прекрасное место для охоты. Здесь очень много диких животных, так как здесь невероятные красоты. Сюда ежегодно приезжают туристы со всего мира. Например, очень частые гости из Германии. Помимо охоты, здесь можно порыбачить, прогуляться по окрестностям, сделать великолепные снимки, и просто сама возможность сближения с природой дарит массу положительных эмоций. Сейчас многие люди живут в состоянии постоянного стресса. А природа ведь исцеляет. Данное охотничье угодье занимает площадь около 80 тысяч гектаров. Фауна представлена большим разнообразием животных, среди которых благородный олень или морал, тяньшанский архар, сибирский горный козерог или теке. Также здесь обитают косуля, дикий кабан, тяньшанский медведь и волки.
Некоторые животные находятся под государственной охраной, поэтому охота на них запрещена. По признанию егеря, за период существования Шиндал-Сан-Баянкол посетили туристы и охотники из США, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии и Франции. Ну и, конечно же, излюбленное место казахстанцев. Вокруг первозданная природа, а здесь маленький уютный уголок для полноценного отдыха. А самое интересное, что здесь есть целая гостиница для туристов, которые занимаются охотой. Но мы, конечно, не могли пройти мимо и попросили Иркиблана показать нам, что находится внутри. Вот еще одна часть вот этой замечательной гостиницы в национальном стиле. Сделана своими собственными руками. Так что если вдруг вы захотите хорошо отдохнуть, поохотиться, знаете, Шиндал-Сан-Баянкол. А сколько стоит, спрашиваете вы? Иркиблан, а сколько стоит примерно? Примерно 100-200 тысяч это неделю отдыхать. 100-200 тысяч за это шикарнейшее место в совершенно удивительном районе. Ну а еще не оставляет равнодушным традиционное гостеприимное отношение местных жителей к любым путникам, пусть даже и случайно заглянувшим к ним на огонек. Вот у нас есть курт! Как много! Ребята, смотрите, курт! Свежий, натуральный, баянкольский. Даже попробовать надо. Самый натуральный курт. Очень хорошо. Очень жақсы. Рахмет, тати. И сейчас на наших глазах идет вот смена вот этой вот стратегии рационального природопользования. Местные жители начинают получать выгоды, обеспечивать свои жизненные потребности за счет туристов. Это экологические туристы, это агротуристы, это охотники. Даже в охоте нет ничего плохого, если она законная, честная и с соблюдением всех законов. Люди начинают получать экономические выгоды от рационального использования природных ресурсов. И это правильно, и это хорошо. Говоря об ущелье Баянкол, стоит вспомнить об урочище Жаркулак. Именно там находится рудник, где ранее добывалось золото. От нашего лагеря до той точки примерно 30 километров. Ехать придется по грунтовой дороге, постоянно набирая высоту. Кстати, дорогу машинам нередко переграждают каменные завалы. Поэтому будьте готовы часть пути пройти пешком. Преодолев заданное расстояние, вы окажетесь на отметке в 3000 метров над уровнем моря. Бывалые путники говорят, что это того стоит. В целом, эмоции от посещения этого живописного ущелья превзошли ожидания, и не только у нашей съемочной группы. Мы остановились в этом ущелье на ночлег, разбили лагерь, спали в палатках, ну, в полевых условиях, так скажем. Конечно, природа впечатляет, сам Тянь-Шань, Тянь-Шанские горы, Тянь-Шанские ели, и плюс на утро нам открылся замечательный вид на пик Хантенгри. Хотелось бы еще отметить, наверное, флору и фауну этой местности. Конечно, мы увидели и барсуков, и увидели и горных козлов. Ну, конечно, для людей, кто занимается фотоохотой, которые любят природу, для экотуристов в целом, я думаю, это место будет представлять высочайший интерес. Итак, сегодня наши съемочные команды во главе с Жулдыз и Антоном побывали в живописном ущелье Баянкол, необычайно уютном и красочном уголке Тянь-Шаня. Посетили вернисаж невероятных картин древних художников и настоящий буддийский храм под открытым небом. Самобытное урочище Тамгалы-Тас щедро поделилось с нами частью мудрости и спокойствия, гармонично продолжив наше путешествие по просторам родной страны. Легенды о Томирис и Спаргатисе, словно ожившие страницы позабытых учебников истории, встают перед глазами в долине царей, самом крупном на евразийском континенте сакском захоронении Бешшатыр. И мы продолжаем открывать неизведанный Казахстан, а вы можете следить за нашим путешествием по стране Великой Степи в социальных сетях по хэштегу Across the Kazakhland.